Вы смотрите «Вести Тимана-Сосногорск». В студии Влада Гришаева. Здравствуйте. С 1 декабря в Сосногорске вводится одностороннее движение по улице Горького. Об этом через несколько секунд, а пока некоторые темы выпуска. Второе рождение. Детская библиотека города готовится к своему открытию. С любовью и благодарностью. Сосногорск отметил День матери праздничным концертом. Активное долголетие. Участники клуба здоровья прослушали лекцию о профилактике гриппа. Уже в первый день зимы по улице Горького изменится схема дорожного движения на участке улиц Ленинградской и Досоветской. Это будет сделано для того, чтобы обеспечить безопасность пешеходов. Решение принято на комиссии по безопасности дорожного движения. Асфальт на этом участке появился несколько лет назад. Однако пешеходных зон вдоль дороги с двухсторонним движением недостаточно. Как поясняют специалисты, сделать на спуске-подъеме тротуар нет технической возможности. В начале сентября на очередном заседании комиссии по безопасности дорожного движения было вынесено предложение сделать улицу Горького односторонней с движением автомобилей только в сторону железнодорожной части. Это позволит не только снизить интенсивность, но и выделить часть дорожного полотна для передвижения пешеходов, сузив при этом проезжую часть. Сотрудники ГИБДД с таким предложением согласились. Детско-юношеская библиотека на улице Горького переживает свое второе рождение. Весной этого года в ней началась грандиозная реконструкция, результатом которой станет создание модельной библиотеки нового типа. Как идут работы и когда учреждение вновь примет своих читателей, узнала Елена Двожик. Забегая вперед, стоит отметить, что в детской библиотеке изменилось все, начиная с внешнего вида и заканчивая освещением. Пока еще залы не приобрели окончательного вида, но уже сейчас видно, что от привычных пространств здесь мало что осталось. Я когда была в первый раз в данной библиотеке, конечно, здесь была разруха, были снесены стены, все было в пыли. На данный момент времени здесь очень уже уютно, стены выкрашены в приятные теплые цвета, видно, что завезена новая комфортабельная мебель. Я думаю, что нашим ребятам здесь будет очень хорошо. Хотя изначально, говорят работники библиотеки, к проекту они отнеслись несколько настороженно. Уж слишком он оказался авангардным. Первоначально даже и сам проект вызывал разные эмоции. Кому-то казалось, что для детской библиотеки слишком сдержанные тона, но все-таки мы решили придерживаться именно этого цвета. Основной цвет у нас серый и темно-серый, и белые цвета. Почему? Потому что это нейтральный цвет, он создает спокойную психологическую обстановку. А наполнение, самое яркое в библиотеке, должны все-таки быть книги. Комфортная, уютная мебель. По словам Марины Тихой, в учреждение поступит более 7 сотен экземпляров новых книг самой разнообразной тематики для разных возрастных категорий. Кроме того, для молодежи железнодорожной части города будет выделена индивидуальная зона, в которой они смогут не только читать, но и проводить тематические мероприятия. Своими задумками работники библиотеки поделились с депутатами. Мы посмотрели их предложения, как они будут проводить тематические всякие мероприятия. И очень, конечно, приятно, что люди переживают за свое дело, да, и эта вся их энергия положительная, я думаю, что передастся нашим детям и юношам. Хотя, в принципе, мне сказали, что и для взрослых двери не закрыты. После открытия посетители всех возрастов получат доступ к национальной электронной библиотеке. А работать они будут в специально оборудованных IT и коворкинг-зонах. В помещениях, которые раньше не использовались, уже оборудован арт-холл, а самых маленьких читателей ждет детская зона и зал «Трансформер», оборудованные по последнему слову техники. Напомним, эти работы стали возможны благодаря национальному проекту «Культура». На капитальный ремонт, обучение персонала и приобретение специального оборудования из федерального и местного бюджетов было выделено 7 миллионов рублей. А свои двери обновленная детская и юношеская библиотека готовится распахнуть уже в начале декабря. Елена Двожик, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. На прошедших выходных в Сосногорске отметили, пожалуй, самый добрый и душевный праздник – День матери. В честь самых дорогих людей для каждого человека в Доме детского творчества прошло торжественное мероприятие.
В календаре есть важный день, благодаря которому каждый человек может выразить свои чувства женщине, которая подарила ему жизнь. Мама бескорыстно отдает своему ребенку все свои силы, заботу, ласку и нежность. Именно о ней мы вспоминаем в самые светлые мгновения. Обращаемся за поддержкой в трудные минуты. И кто, как не она, достойна всего самого лучшего. Мама, мне ведь большего не надо. Мама, только не грусти и меня за все. Мамочка, прости. Замечательным выступлением порадовали зрители и участники концерта. Их номера дарили всем позитивное настроение. Со сцены и не только в этот день для прекрасной половины человечества звучали теплые, трогательные слова благодарности за любовь и за щедрые материнские сердца. Дорогие мамы, поздравляем вас с Днем Матери! Желаем вам здоровья, успехов, счастья! Мама, я поздравляю тебя с праздником, желаю тебе все хорошего, чтобы ты была самой доброй. Каждый гость Дома детского творчества уже в фойе мог оценить творческие работы от детей, сделанные с любовью. В рамках этого праздника у нас организована выставка, которую делали детки своими руками. Здесь представлены работы следующих объединений. Это «Послушная глина», это «Город чудес» и «Бисеринка». Праздничный вечер прошел в теплой, почти семейной атмосфере, оставив после себя позитивные воспоминания, которые, несомненно, останутся как у зрителей, так и у участников концерта еще надолго. Влада Гришаева, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В Сосногорске обсудили вопросы соблюдения прав детей с ограниченными возможностями здоровья. Участниками круглого стола стали не только специалисты, но и жители города. На вопросы сосногорцев ответили представители районной администрации, руководители и специалисты учреждений здравоохранения, спорта и социальной сферы. По словам организаторов мероприятия, больше всего вопросов было связано с организацией досуга семей с детьми, посещением спортивных секций, обеспечением путевками на санаторно-курортное лечение и оформлением пенсий и пособий. Работа была продуктивна. В принципе, показатель того, что родители заинтересованы в решении определенных проблем, которые возникают при воспитании таких деток. Очень было приятно видеть те структуры, которые откликнулись на наше предложение провести круглый стол. Как отметили организаторы круглого стола, встреча получилась полезной для всех участников. На поставленные вопросы были получены исчерпывающие ответы от компетентных специалистов. Группа здоровья для пожилых сосногорцев и людей с ограниченными возможностями здоровья растет с каждым днем. Занимающихся становится больше, а это значит, что больше становится людей, которым хочется вести активный образ жизни и общаться друг с другом. Андрей Калинчев продолжит. Людмила Бергман занимается в группе со дня ее основания. Каждый вторник и четверг она приходит к 10 утра в физкультурно-оздоровительный комплекс. Говорит, что занятия дают ей многое. Во-первых, общий тонус. Во-вторых, желание общения, потому что в основном ходят люди нашего возраста, подруги. Заряжаешься оптимизмом, ну и кости. Все суставы, все работают, все действуют. Поэтому мне здесь нравится. И 10 лет в основном здесь осталось человека 4. Но уже то, что у нас старший мужчина, который посещает, ему 83 года, и он ходит и занимается, и улыбается нам, и говорит, что мы все такие красавицы, это здорово. Приходите к нам на группу здоровья. В этот раз занятия не ограничились только физическими нагрузками. Фельдшер кабинета профилактики Сосногорской ЦРБ Светлана Рогачева прочитала небольшую лекцию о том, как предупредить грипп и ОРВИ, и что делать, если все-таки заболел. Лекция была проведена в рамках проекта «Здоровое будущее». Мы решили присоединиться к проекту «Здоровое будущее» и провести данную акцию именно с данной группой здоровья, так как это люди уже достаточно пожилого возраста и считаются самой незащищенной категорией граждан. И им необходима эта информация для того, чтобы предупредить в будущем заболевание или даже если в случае уже заболевания, как быстрее вылечиться.
По окончании лекции участникам группы здоровья было предложено измерить артериальное давление и количество сахара в крови. Кроме того, всех спортсменов пригласили на вакцинацию против гриппа в Сосногорскую ЦРБ. Андрей Калиничев, Наталья Максимова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В Сосногорске завершился второй тур Кубка Республики Коми по хоккею среди юношей 2010 года рождения. За первое место боролись команды из Сыктывкара, Ухты, Салихарда, Воркуты, Эжвы и Сосногорска. По результатам 3 соревновательных дней, прошедших в стенах Ледового дворца «Звездный», первое место взяла Воркута. На втором месте столичная «Северная Олимпия». Замыкает тройку хоккейный клуб из Салихарда. Сосногорская «Парма» на 4-м месте. Также в универсальном спортивном комплексе «Метеор» завершилось первенство Республики Коми по мини-футболу среди юношей 2005-2006 годов рождения. В соревнованиях приняли участие 15 команд из Сосногорска, Сыктывкара, Ухты и еще 9 районов Республики Коми. В результате сильнейшими стали наши земляки. На втором месте команда из Княж-Погоста. На третьем гости из столицы Республики Коми. А теперь коротко о погоде на ближайшие дни. В последнюю неделю ноября в нашем регионе она прогнозируется устойчивой. Под влиянием циклонов ожидаются снегопады, местами сильные, усиление ветра и метели. Температурный фон ожидается выше нормы на 4-6 градусов. В течение суток температура воздуха будет находиться в пределах от -5 до -12 градусов. По ночам до -9. На сегодня это вся информация. Новая в следующих выпусках нашей программы. А я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания.